День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Время вызовов и новых возможностей для развития страны. Президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. 24 февраля исполнился год с начала специальной военной операции. Наши корреспонденты расскажут о ключевых моментах этих 12 месяцев. Высочайшая награда за труд Якутску присвоили звание города трудовой доблести. В лице своей столицы доблестным званием награждена вся республика, весь ее многонациональный народ. Особо подчеркну, что ранее этим почетным званием был награжден еще один город Якутии, наш Золотой Алдан, за самоотверженный труд в годы войны. Уникальное исследование древнего медведя провели якутские ученые. Аналогов подобной процедуры нет во всем мире. Полностью сделан генетический анализ, провели секвенирование митохондриальной ДНК и сейчас проводится анализ полногеномного секвенирования. Праздник детского спорта официально начался. В Кемерово прошла церемония открытия вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». «21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения прошла в Москве в гостином дворе. Длилась она 1 час 45 минут. В своей речи президент уделил большое внимание специальной военной операции, а также сделал акцент на ситуации в экономике и социальной сфере. Глава государства также озвучил целый ряд инициатив, которые напрямую повлияют на жизнь десятков миллионов россиян. Среди них создание специального государственного фонда. Его отделения будут открыты во всех регионах страны. Задача – обеспечить всестороннюю поддержку семей участников и ветеранов спецоперации. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества... Помимо этого, Владимир Путин анонсировал социальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной. Так, значительную часть оплаты за жилье возьмет на себя государство. Глава государства поручил отработать все детали программы и приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, жилье должно появиться в значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах, добавил Владимир Путин. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах. Владимир Путин в своем послании затронул ряд других тем, в том числе это вопросы материнского капитала, образования, а также развития транспорта. Подробнее Анна Пшенникова. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию стало главным политическим событием уходящей недели. Причем выступление главы государства оказалось одинаково важным как для внутрироссийских политических и экономических механизмов, так и для всего комплекса взаимодействия страны с партнерами на международной арене. Программное выступление главы государства перед обеими палатами Федерального собрания стало первым за 2 года, однако курс, намеченный лидером, стал абсолютно последовательным и логичным продолжением работы, проделанной всеми ветвями власти за прошедший период. Владимир Путин наметил векторы развития страны по ключевым направлениям. Остановимся на главных. Одной из самых ожидаемых тем послания стала специальная военная операция и, в частности, социальные гарантии для участников СВО. В ходе выступления Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для адресной помощи ветеранам и семьям погибших военнослужащих, а также предусмотреть социального куратора для каждой семьи. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на санкционное давление, российский ВВП по итогам 2022 года снизился всего на 2,1% вопреки прогнозируемым 20-25%. Среди поручений прозвучало увеличение объема финансирования механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов. Займы сроком до 15 лет под 3% годовых будут направлены на строительство, реконструкцию, ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
К предусмотренным 250 миллиардам рублей глава государства пообещал добавить еще 50 миллиардов. Из озвученных сумм 100 миллиардов будет направлено адресно в Дальневосточный федеральный округ. Но эти средства будут носить более узкое целевое назначение – обновление парков общественного транспорта. С этого года начнет действовать программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет в эту сферу планируется инвестировать до 4,5 триллионов рублей. Президент отметил, что впервые в истории Российской Федерации объемы ввода жилья превысили 100 миллионов квадратных метров. Также глава государства анонсировал запуск льготной программы аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Повышение минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, по мнению экспертов, стало сейчас наиболее необходимым для укрепления благосостояния россиян. Дополнительная индексация МРОТ составит 10%. С 2024 года минимальный размер оплаты труда поднимется до уровня 19 242 рубля. Сейчас уровень бедности в стране составляет 11%. Принятая мера позволит снизить его до 6%. В сфере высшего образования президент страны предложил вернуться к традиционной российской системе обучения специалистов сроком от 4 до 6 лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены разные программы в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запросов рынков труда. Эти и другие меры, по словам главы государства, дадут гражданам России дополнительные возможности в получении качественного образования. За ближайшие 5 лет в стране будут подготовлены 1 миллион специалистов рабочих профессий. В заключении президент страны отметил, что в будущем государство обратит особое внимание на развитие следующих направлений: перспективные внешнеэкономические связи, новые логистические коридоры, развитие инфраструктуры регионов, включая программу социальной газификации, развитие российской экономики, в том числе через поддержку бизнеса. По данным ВЦИОМ, проводившим исследования в 10 городах России сразу после прямого эфира из зала Гостиного двора, послание президента вызвало положительную реакцию более чем у 80% россиян. Уровень доверия президенту, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более 79%. Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что по всем направлениям социально-экономического развития важную роль будут играть регионы страны. Главная задача Якутии – обеспечить крепкий экономический тыл нашего государства в это непростое время. Труженики республики за прошлый год обеспечили промышленный рост в 10,5%. Это один из лучших показателей в стране. Глава региона отметил и важность социальной части послания, и в частности роста МРОТ. Размер оплаты труда в январе следующего года вырастет сразу на 18,5% до 19 242 рублей. Айсен Николаев подчеркнул, президент всегда последователен в этих задачах. Главное, конечно, для всех нас – это то, что сегодня президент еще раз подтвердил незыблемость нашего курса, независимого курса нашей страны. Конечно же, мы все рады, что, несмотря на все проблемы из-за безумной политики западных стран, наша страна развивается. Несмотря на все, мы объединились вокруг поддержки наших бойцов и специальной военной операции. Якутия тоже не стоит в стороне. Наши бойцы с первых дней воюют в районе специальной военной операции. Мы сегодня оказываем очень большую помощь и семьям наших военнослужащих. И, конечно же, главная задача Якутии сегодня – это обеспечить крепкий экономический тыл нашего государства в это непростое время. И труженики Якутии за прошлый год обеспечили промышленный рост по Якутии в 10 с лишним %, один из лучших показателей в стране. Глава Якутии также назвал решение президента России о создании единого государственного фонда помощи военнослужащим необходимой инициативой по давно назревшему вопросу. Отмечу, что на социальную поддержку военнослужащих и их семей в минувшем году Якутия направила более 1 миллиарда рублей. По указу главы региона принят широкий спектр мер помощи семьям военнослужащих, в которых предусмотрена как единовременная материальная выплата, так и бесплатное питание для детей, путевки в лагеря отдыха, приоритетное заключение договоров на целевое обучение, а также помощь с газификацией домов.
Есть вопросы, связанные и с медицинской реабилитацией, с психологической реабилитацией, с вопросами трудоустройства, с их поддержкой. Регионы делают все максимальное для решения этих задач, но понятно, что и возможности у регионов разные, и условия у регионов разные, так, в том числе природно-климатические, транспортные. И, конечно, здесь должна быть единая государственная политика, которая может обеспечить как раз вот тот государственный фонд, о создании которого сегодня наш президент сказал. В свою очередь, парламентарии республики отметили важность международной повестки послания президента. Касаясь тем внешнего трека, Владимир Путин обратил внимание на ухудшающиеся отношения с Западом, а также объявил о приостановке участия России в договоре стратегических наступательных вооружений. Неизбежна была международная повестка, слова об обеспечении международной безопасности нашей страны прежде всего. И нужно сказать, что сегодня конкретно, конечно, необходима готовность работать на благо победы. Нам предстоит провести большую работу. Мы к такой работе готовы. Наша общая задача, чтобы результаты сегодняшнего послания почувствовал на себе каждый житель республики, страны. И мы к такой работе готовы. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целями СВО президент тогда назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту людей на Донбассе. О ключевых событиях этих 12 месяцев расскажет Александр Хавренко. С первых дней специальной военной операции в Якутии началась активная работа. Ветераны боевых действий и сотрудники силовых ведомств одними из первых в стране организовали добровольческие отряды для выезда на линию соприкосновения. Якутские воины отлично проявили себя во время первых боев. Ценность якутских кадров тем, что все ребята охотники, все связаны с оружием, вооружением, и все на лету схватывают. У нас даже ребята, которые ни разу не стреляли из ПТУРов вообще. Первый, второй выстрел уже под танк Укроповский подбили. Были среди добровольцев и те, кто не проходил службу в армии, но по зову сердца решил поехать на поле боя. Специально для них в Якутске был организован учебно-тренировочный центр, в котором их обучали военному делу, обращению с оружием и правилам ведения боя. Первая медицинская подготовка, потом тактические действия. Это горно-лесистая местность. В основном отрабатывается это уже на полевых условиях. А здесь отрабатываются именно мелочи, которые нужны для бойцов. С апреля в работу по поддержке участников СВО активно включились волонтеры. На базе волонтерского центра в Якутске начали сбор гуманитарной помощи для участников СВО и жителей Донбасса. Позже волонтеры начали шить для бойцов обмундирование, изготавливать маскировочные сетки и многое другое. Многие люди не военные, большинство даже далекие от политики, но когда мы узнали, что наша помощь может понадобиться нашим землякам, нашим ребятам, которые так получилось, что нуждались в ней, мы, не задумываясь, начали эту работу. На Орджоникидзе здесь у нас побывало около 700 человек, где-то около 100 человек прошли через добровольческий швейный цех, ну и на местах, в улусах, в районах, это, наверное, тысячи и тысячи людей. В Москве, Ростовской области и на Донбассе были развернуты опорные пункты, куда доставляется гуманитарный груз, который позже распределяется среди частей, в которых служат якутяне. Ежедневно наши сотрудники опорных пунктов общаются с нашими бойцами буквально там вблизи от линии боевого соприкосновения. Мы сегодня установили достаточно прочные постоянные связи с командирами частей и подразделений. Эта работа продолжается и будет шириться. Кроме того, республика оказывает помощь по восстановлению подшефного города Кировское. Якутские врачи выезжают в города ДНР, работают в госпиталях Ростова, Москвы, Приморского и Хабаровского краев. Многие из мер поддержки, которые оказываются участникам СВО в Якутии, стали примером для других регионов страны. Александр Хавренко, Якутия, день за днем. С начала специальной военной операции поддержка военнослужащих, мобилизованных и членов их семей являлась одним из главных направлений социальной политики в регионах страны. Как отмечают многие эксперты, Якутия провела масштабную работу, несмотря на все существующие трудности.
О том, как регион реагирует на новые вызовы, мы поговорили с заместителем председателя правительства республики Ольгой Балабкиной. С первых же буквально дней специальной военной операции начались беспрецедентные меры поддержки военнослужащим. Вот расскажите, какие на сегодняшний день существуют меры и, самое главное, какой объем средств на эти меры поддержки был заложен? Действительно, с момента объявления специальной военной операции в Республике Саха-Якутия были созданы соответствующие штабы. Прежде всего, это штабы, которые были направлены на поддержку лиц, которые являются беженцами. Мы развернули практически 3 пункта временного размещения, в которых приняли, значит, непосредственно беженцев на территории республики. В полном объеме практически обеспечили их как местом проживания, так и, соответственно, значит, местами работы и возможными социальными теми льготами и пособиями, которые есть на территории республики в полном объеме. А вторым моментом являлось создание плана, направленного на, прежде всего, как будут реагировать наши социальные учреждения на возвращение и на работу с семьями и, соответственно, значит, наших военнослужащих. Прежде всего, вначале мы работали по направлению контрактников и добровольцев. С момента же объявления частичной мобилизации уже были приняты действительно беспрецедентные меры указом главы Республики Саха-Якутия по поддержке наших частично мобилизованных. В отличие от других субъектов, несмотря на достаточно сложный процесс, а он осуществлялся практически 2 месяца из-за длительной сверки списков, была оказана материальная помощь в размере 200 тысяч на член семьи, который написал заявление, был определенный график составлен, был налажен механизм, прежде всего, единого окна, и выступил, значит, многофункциональный центр, в который непосредственно одно единое заявление все и подавали. Кроме этого, значит, граждане у нас не собирали никаких бумаг, никаких документов. Все документы мы затем собирали самостоятельно, наши органы государственной власти. К мерам отнеслись меры, направленные на помощь в образовательном процессе и медицинской организации, помощи именно для семей военнослужащих. К помощи же подключились и волонтеры, вот когда, допустим, они начали оказывать адресную помощь, буквально там от колки дров до подвоза, отвоза снега, уборки территории. Это же тоже важная часть. Да, это очень важно, потому что глава поставила задачу, чтобы помощь непосредственно дошла до каждой семьи. Выполнить эту задачу мы смогли посредством того, что определили основными людьми, которые объединяют вокруг себя всех и знают все, это заместители глав по социальным вопросам. И буквально ввели через телеграм-группы и ведем дальше через телеграм-группы по каждой проблеме. Значит, проблемы, которые возникают у военнослужащих и у их семей. И вот это вот объединение, оно сегодня там порядка 6 тысяч у нас в группах сегодня, да, жен, матерей, которым мы оказываем поддержку и видим пронизывающую, как поддержка оказывается. А мы какую задачу ставили главы? Да, для того, чтобы, вот как есть понятие «одно рукопожатие», то есть вот до главы республики для решения проблем вот мам и жен, для обеспечения крепкого тыла одно рукопожатие. То есть практически каждую неделю мы докладываем о проблемах, которые есть. Если мы сами не в состоянии решить, то, соответственно, значит, нам помогает глава. Работа в целом комплексная? Абсолютно. Ну, конечно, работа однозначно комплексная. Глава регулярно, самостоятельно, сам встречается с нами, мы докладываем о ситуациях. Возникают некие проблемы, да, их озвучивают наши советы матерей. Вот огромная благодарность им и тем мамам, которые вместе с нами, да, или мы вместе с ними, да, всю эту ситуацию переживаем, помогаем им ее прожить. И, соответственно, в целом их работа, например, да, тех нашего вот именно активных мам, женщин, она направлена на то, чтобы нам подсказать. Предлагаю заключительный вопрос посвятить именно реабилитации тех, кто возвращается с линии соприкосновения. Как она проходит? Во-первых, реабилитация проходит для понимания, да, а если раненые, то, соответственно, раненые попадают вначале в военно-сортировочный госпиталь. Наши специалисты-медики там есть, мы сразу начинаем вести либо на волонтерской помощи, либо на помощи в качестве работников там в конкретном
конкретно в этом госпитале. После этого они распределяются по госпиталям, могут оказаться в госпиталях Архангельска и Екатеринбурга. Там тоже все установлены контакты. После проведения реабилитации, в зависимости от того, значит, какого будет статус военнослужащего, да, кто-то, соответственно, должен вернуться в часть для того, чтобы быть демобилизован по, например, ранениям или иным позициям. Кто-то же непосредственно возвращается вновь в, соответственно, воинскую часть. Здесь в Якутии мы тоже для тех, кто уже вернулся, окончательно, у кого закончены сроки контрактов, организовали реабилитацию по 3 направлениям. Реабилитация для семей, членов семей проходит на базе учреждений Министерства труда Республики. Реабилитация медицинская на базе наших республиканских больниц. У нас есть прекрасный центр, который, соответственно, значит, работает сегодня в этом направлении, центр реабилитации. И также осуществляем реабилитацию психологическую на базе центра психологической поддержки. Такой наш опыт был примером на площадке Агентства стратегических инициатив. Там было 2 таких опыта. Опыт наш и Бурятии. Каждый из нас друг друга дополнил. И, соответственно, в России идет все вместе. Республика активно продолжает и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Свыше 50 школьников вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Посвящение прошло в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Новобранцами стали учащиеся средних школ номер 9, 13 и 32, а также воспитанники детского подросткового центра Якутска. О самом движении, о юных патриотах Родины расскажет Светлана Амосова. Здравствуйте, товарищи юнармейцы! Четко, слаженно по команде. У более 50 школьников Якутска начинается новый этап в жизни – вступление в ряды масштабной организации «Юнармия». Среди новобранцев и Дмитрий Хакимов. Он признается, что давно хотел стать его частью. И, наконец, мечта осуществилась. Стало прям очень интересно. Я пришел сюда и ни капли не пожалел о том, что вступил сюда. И физподготовка, и какие-то выезды. И вот прям вот ни дня без чего-то такого скучного. Я вот планирую поступить в летное в Рязани. И мне кажется, что «Юнармия» мне в этом очень сильно поможет. Я вступаю в ряды Юнармии перед лицом своих товарищей. Торжественно клянусь всегда быть верным Отечеству и юнармейскому братству. Юные патриоты Родины дали клятву и получили личные книжки, в которых будут записаны достижения активистов. Также на посвящении присутствовали родители. Они являются самой главной поддержкой и опорой. По их словам, они вместе с детьми усердно готовились к мероприятию. Очень волнительно, дети все очень волнуются. Мы несколько дней репетировали, чтобы все у нас было слажено, все очень хорошо прошло. Потому что это на сегодняшний день очень высокий уровень для нашей школы. 9-я школа Якутска в свое время носила название Гвардейского, так как в годы Великой Отечественной войны многие учителя из этой школы отправились на фронт, но вернулись не все. По сей день сотрудники и учащиеся учреждения сохраняют и чтят память своих героев, поэтому в школе сильно ценят патриотический дух. Сегодня мы принимаем 20 детей в ряды Юнармии. Это разновозрастные дети. С 5 по 10 класс. Здесь на мероприятии присутствует много родителей. Это семейный праздник, это школьный, семейный праздник. И я очень рада за наших ребятишек. В Якутии военно-патриотическое движение «Юнармия» начало свою работу в 2016 году. И на сегодняшний день в столице республики насчитывается примерно 1000 юнармейцев. Существует 2 класса и 19 отрядов. Также в прошлом году был открыт единственный на Дальнем Востоке дом «Юнармии». Здесь ребята занимаются и по военной подготовке, и по строевой подготовке. Песни, танцы, лепка, робототехника. Ну, в общем, все отрасли, да, которые развивают личность ребенка. Юнармия – это здорово. Юнармия – это юность. Это наши будущие защитники Родины. Основными целями движения являются воспитание сильного, умного и здорового поколения патриотов, любящих свою родину, знающих историю, готовыми протянуть руку помощи в любой ситуации и, конечно же, стать на ее защиту. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. День за днем. И в продолжении темы в преддверии Дня защитника Отечества в Якутском автодорожном техникуме открыли мемориальную доску памяти Ярослава Грекова. Он был участником СВО и служил в 14-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. О памяти героев настоящего времени в материале Надежды Саханской.
Греков Ярослав Анатольевич был студентом Якутского автодорожного техникума. В августе 2022 года он ушел из жизни в зоне специальной военной операции. Спустя некоторое время здесь, на стене учебного заведения, появляется мемориальная доска в его честь. Все это делается для того, чтобы нынешнее и подрастающее поколение знали о героях нашего времени. Он был воспитан в духе патриотизма и твердой решимости служить в рядах российской армии. По словам мамы Ярослава, Жанны Грековой, в 2017 году он заключил договор на контрактную службу и год назад отправился в зону спецоперации в составе 14-й отдельной бригады спецназа в качестве разведчика. Его жизнь, она была не случайна. Он был военным по своему признанию, по своему убеждению. Сначала, с февраля спецоперации, он служил, исполнял свой долг и погиб 23 августа. Практически полгода он был в зоне боевых действий. В Якутском автодорожном техникуме Ярослав окончил направление коммерсант на транспорте и после армии успел 3 года проработать по специальности. Педагоги вспоминают его как решительного, исполнительного и дисциплинированного юношу. Все, что, значит, учителя, преподаватели делали для этой группы, он пытался сделать так, чтобы самый первый показать то, что нужно было сделать. Это может быть какие-то самостоятельные работы, сделать реферат или доклады какие-то. Кроме этого, я как преподаватель наблюдала за ним. Он очень хорошо, значит, относился к своим товарищам, делал многое для них и пользовался большим авторитетом. Молодой человек погиб в конце августа 2022 года и посмертно награжден Орденом Мужества. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Высочайшая награда за труд. В День защитника Отечества в столице республики торжественно презентовали проект мемориального комплекса, посвященному присвоению столицы звания города трудовой доблести. На мероприятии побывала моя коллега Мария Кардашевская. В лице своей столицы доблестным званием награждена вся республика, весь ее многонациональный народ. Особо подчеркну, что ранее этим почетным званием был награжден еще один город Якутии, наш Золотой Алдан, за самоотверженный труд в годы войны. В годы войны якутяне показали поистине массовый пример самоотверженного труда. Столица республики, находясь в глубоком тылу, стала значимым пунктом на военной карте страны, внесла ключевой вклад в обеспечение слаженной работы Алсиба. Якутяне сдали 39 тонн золота. За счет пожертвований построены 2 танковые колонны из 110 боевых машин. За эти и многие другие заслуги Якутску присвоили почетное звание города трудовой доблести. Это звание оценили в том числе те, кто застал тяжелые военные годы. Мария Григорьева – ребенок войны. Ее отец погиб в битве под Сталинградом. И хоть сама она родом из Чурапчинского улуса, всю послевоенную жизнь она прожила в Якутске. Труд всегда, конечно, всегда помогает человеку, помогает молодежи. И наши дети, наши ровесники, наши ветераны сейчас всегда были в первых рядах в этом трудовом подвиге нашей республики. Поэтому мы жили, дети войны, тем, что всегда впереди, всегда, что труд украшает человека, что труд, наоборот, приносит счастье. Напомним, что соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 15 ноября 2022 года. Ходатайство о присвоении городу Якутску почетного звания «Город трудовой доблести» в адрес президента Российской Федерации, председателя Российского оргкомитета «Победа» направлено главой Якутии Айсеном Николаевым в 2020 году. Всего в России сегодня насчитывается 44 города с таким званием. Это очень знаменательно, что благодаря руководству Республики Саха-Якутия и лично Айсена Сергеевича Николаева наш президент Российской Федерации подписал о том, что город Якутск является городом трудовой доблести и славы. Это очень знаменательно, потому что во время войны наши
горожане сильно трудились во благо победы над фашистской Германией. И я, пользуясь случаем, поздравляю всех горожан с этим именем нашего города. И мы действительно гордимся. В честь присвоения звания в Якутске появится мемориальный комплекс со стелой. Эскиз подчинен концепции Парка Победы. Основная задача – запечатлеть исторические кадры военных лет и образ эпохи. Основной идеей является тема писем и исторических фото. Входная группа будет выполнена из гранита и бронзы. Полностью завершить объект планируется к началу сентября 2023 года, ко дню города Якутска. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В преддверии Дня защитника Отечества постпредство Якутии по ДФУ посетило войсковые части и госпиталя Восточного военного округа, где поздравили участников специальной военной операции, а также ребят-срочников, передали им гуманитарную помощь и слова поддержки от родных и близких. Лидия Гасанбалаева расскажет, как прошел визит. В этом году 23 февраля – особенный праздник, настоящий день защитников Отечества. И сейчас как никогда нужна помощь и поддержка каждого тем, кто выполняет ответственный долг по защите нашей страны. Сегодня каждый старается оказать посильную помощь всем, кто находится в зоне специальной военной операции. Студенты из Якутии и волонтеры также не остаются в стороне. Они готовят любимые национальные блюда для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в Приморском крае, а также для ребят-срочников. Мы узнали о новом волонтерском движении помощи солдатам из нашей республики в городе Владивостоке. Узнали об этом от нашего постоянного представительства республики. Мы активно приняли участие при подготовке к 23 февраля и поздравлению наших защитников Отечества. Общими усилиями мы сейчас подготовили якутские оладьи, брусничный морс, рыбные котлеты и жареные караси. Очень надеемся, что защитникам понравится наше старание и что праздник пройдет прекрасно. Помимо помощи в этот день было важно личное общение с земляками. Проводили конкурсы, делились эмоциями и старались создать уютную и безопасную атмосферу. В армии сразу понимаешь, что ты далеко от родины, потому что тут нету своих земляков, и это чувствуется. У них разный менталитет, разное восприятие. И поэтому хочется, чтобы якуты были вместе. И мы так и пытаемся держаться, но этого нам не хватает. И вот данные мероприятия, которые было проведено, игры, разговоры чисто на якутском, все это напомнило мне о моей родине, и мне стало очень хорошо и приятно. Поэтому я благодарен за это, и большое вам спасибо. Руководители и командование высоко оценивают то, как якутские бойцы проявляют себя на передовой. Это мужественные, отличные парни, добровольцы. Это говорит о многом. Я счастлив, что я якутянин, я счастлив, что у меня такие земляки. Деловые, воинственные, сильные, показывающие мужество, боеспособность. Ребята надежные, которые защищают нашу страну. Ребята, которые выполняют священный долг, ребята, которыми мы можем гордиться. Это наши земляки, якутяне. Спасибо им. Ребята, мужчины, мы все защитники нашей Родины. С наступающим вас праздником 23 февраля. Это наш священный праздник нашей земли. С праздником здоровья, благ и успехов. В это непростое время важно объединение и сплочение всего общества. И на фоне специальной военной операции наша страна демонстрирует единство и готовность вместе отстаивать свои интересы и ценности. Лидия Гасанбалаева, Владивосток.
По инициативе общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Мирнинского района прошла благотворительная акция «Вместе мы сила». В рамках акции состоялась выставка-ярмарка изделий прикладного творчества мастеров и учащихся учреждений дополнительного образования, а также праздничный концерт с участием приглашенного гостя, заслуженного артиста России Сергея Войтенко. Благотворительные концерты были проведены во всех поселениях Мирнинского района. Все средства, которые собраны, будут направлены именно на поддержку семей мобилизованных, на поддержку самих мобилизованных добровольцев, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции. Мы ощущаем, что как никогда им нужна наша поддержка и наша помощь. И считаем, что все, кто сегодня смог прийти, те, кто взял сегодня билеты, своей помощью, своей поддержкой, оказывают помощь не только нашим мобилизованным, но и всем семьям, которые нуждаются в этой помощи. Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» – одно из самых крупных и влиятельных ветеранских объединений в России, которое сумело консолидировать воинов, интернационалистов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также боевых действий, вооруженных сил, правоохранительных органов и труда. О боевом братстве Нерюнгринского района расскажут наши коллеги. Организация ветеранского движения в городе Нерюнгри начала свою деятельность еще в те годы, когда шли боевые действия в Афганистане. За свою довольно долгую историю менялось как ее название, так и состав. Сегодня численность боевого братства насчитывает почти 200 человек. В их числе воины-интернационалисты и ветераны боевых действий из Алдана, Нерюнгри и столицы республики, города Якутска. Наша организация на сегодняшний день порядка 190 человек включает. Я имею в виду по всей республике были приняты такие решения, были устав, изменения в устав, и в основном начало идти на качество, то есть чтобы каждый непосредственно член организации, ветеран боевых действий принимал участие в мероприятиях. Среди традиционных мероприятий, которые организует боевое братство, это ежегодно проводимый накануне Дня защитника Отечества смотр строя и песни среди патриотических клубов Нерюнгринского района. В смотре строя и песни оцениваются внешний вид, дисциплина строя, четкость и правильность выполнения команд, а также качество прохождения в строю и исполнения песни. Гордость за своих ребят. Всех благодарю за то, что прошли этот путь вместе со мной. На самом деле, больше тяжело дались тренировки, чем само выступление. Выступление прошло очень хорошо, и я горжусь своими ребятами. Важность работы с детьми отмечают все члены боевого братства Нерюнгринского района. Ведь прививать жизненные ценности и делиться своим жизненным опытом нужно с самых ранних лет. Если не мы, то кто с детьми будет заниматься? Вот в чем дело. Они потом ответственные. А это самое главное. Детей воспитывать своим примером надо. Вот как ты относишься к жизни, так и воспитание детей, это, не знаю, как я правильно воспитываю или неправильно, но они обращают внимание всегда на своего руководителя. И что еще? Заниматься детьми надо. Не будем мы заниматься, значит, кто-то другой займет наше место. Так что лучше мы. Мужья, отцы, сыновья, братья. Героем может быть любой. Главное – любить свою родину и помогать ближнему. Ну а защитники Отечества принимают в свой праздник самые искренние поздравления. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Целую неделю в Ленске в Центральном доме народного творчества проходила выставка макетов военной техники. Посвящена она была Дню защитника Отечества. Работ было представлено большое количество, дети действительно потрудились на славу. На стенде расположились военные самолеты, вертолеты, танки, зенитное оружие и фигурки солдат. В творческом процессе по созданию макетов дети использовали самые различные материалы. Воображение, мастерство, терпение – все это помогло смастерить интересные модели военной техники.
С разных материалов, есть из дерева, даже из губки, лего, картон. В общем, использовали все, что возможно. В конкурсе принимали участие детские сады, то есть воспитанники детских садов, ну и, соответственно, школьники. В Алдане продолжаются боевые учения юнармии. Слет, в котором вместе с алданцами принимают участие бойцы из Нерюнгри и Хандыги, посвящен памяти погибшего в Украине Николая Леухина. Впечатлениями об армейских буднях старшеклассники и студенты поделились с нашими корреспондентами. Во дворе главного корпуса Алданского политехникума состоялась церемония открытия мемориальной доски в память Николаю Леухину, погибшему в Украине. Николай окончил политехникум в 2021 году. Преподаватели запомнили его чувство юмора, жизнелюбие, доброту и готовность прийти на помощь. По словам наставников, Николай всегда мечтал связать будущее с военным делом. Николай был общительным человеком, он хорошо учился, он приходил всегда на выручку. Коля был настоящим таким мужиком, безотказным, работоспособным, и при этом он остался таким и в памяти у всех тех, кто его знал. Церемония открытия мемориальной доски предварила районный слет юнармии, посвященный памяти Николая Леухина. Проведение учений инициировал политехникум. В слете принимают участие 80 человек. К алданским бойцам присоединились юнармейцы из Нерюнгринского района и из Хандыги. Сейчас у ребят полевые учения, главная цель которых – выживание. Все ребята, они молодцы, они проявляют себя как могут. Они, то есть, понимающие друг к другу относятся. Общение между ребятами также очень крепко держится, то есть никто не ругается, не ссорится. В ходе слета отряды были расформированы в команды, каждая из которых объединила бойцов из разных частей. Тактическая задача поставлена, и юнармейцам предстоит выполнить ее максимально четко. Конечно, без сложностей и затруднений не обходится, однако смекалкой молодежь, несомненно, обладает. При выполнении задания о послаблениях не может быть и речи. Самое хорошее здесь то, что наши дети, они разбросаны по всем командам. То есть здесь умение общаться друг с другом, с незнакомыми людьми. Это командная работа, поэтому очень здорово, что мы здесь. Столь массовый слет юнармии в Якутии проходит впервые. Соревнования, игры, культурные выходы, программа учений весьма насыщена. Испытание предварил веревочный кросс. Специальный тренинг на сплочение включал 8 заданий. Бойцы справились с ними на отлично. Весело очень, команда сплоченная, никаких ссор нету. Если у нас что-то не получается, заново все переделываем. Казармы, где проживают бойцы, располагаются в студенческом общежитии политехникума. Условия квартирования участники слета нашли весьма комфортными. Из состава рядовых назначаются дневальные. Так, дежурные по кухне сейчас накрывают столы к обеду. Сами просятся помочь. Очень учтивые, очень воспитанные молодые люди. Слет будет проходить в течение 3 дней. На учениях все по-настоящему, как в армии. Впрочем, армейские будни юных защитников Родины вовсе не тяготят, и увольнительными они не грезят. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Музей Мамонта Северо-Восточного федерального университета провел международный научный семинар по изучению этриканского бурого медведя. Геологический возраст исследуемого составил более 3000 лет, что относится к среднему голоцену. Моя коллега Галина Чукурова подробнее расскажет об уникальности находки и как же планирует в будущем поступить с останками медведя. Туша была обнаружена в 2020 году местными жителями на острове Большой Ляховский Новосибирского архипелага в 8-м километре восточнее устья реки Большой Отерекан. Исследуемый бурый медведь является единственной находкой этого вида с мягкими тканями. До этого ископаемые остатки этого хищника были представлены лишь черепами и некоторыми костями скелета. Предварительные исследования уже были проведены, полностью сделан генетический анализ. Провели секвенирование митохондриальной ДНК и сейчас проводится анализ полногеномного секвенирования.
были проведены морфологические исследования, то есть это измерение, компьютерная томография и 3D-сканирование. И сегодня вот мы приступаем к последнему этапу, это полное вскрытие, взятие тканей с различных органов. И будут вскрывать сегодня череп, и мы впервые увидим мозг древнего медведя. Благодаря проводимой аутопсии ученые выяснили, что возраст найденного бурого медведя составляет 3-4 года, а смерть наступила в период спячки. Проведенные мероприятия помогают определить не только биологические данные животного, но и среду обитания медведя. Чем интересен вообще медведь, бурый медведь? Это уникальный случай среди хищных животных, у которых на самом деле преобладает растительная корма. И вот эти вопросы, связанные в первую очередь с жизнью этого животного на тот момент, они в том числе помогают нам восстановить ландшафты того времени. Потому что мы возьмем образцы из желудочно-кишечного тракта, мы увидим, чем он питался. И это в какой-то степени нам поможет восстановить картину прошлого, ну, сейчас вот на текущий момент 3000 лет назад, грубо говоря, 4000 лет назад. Семинар проводится с участием ведущих ученых не только республики и страны, но и с зарубежными специалистами. Так, в процессе аутопсии поучаствовал известный южнокорейский профессор Хван Ву-сок, который клонировал якутскую лайку. Якутские ученые Хван Ву-сок сотрудничают с 2011 года, когда наши специалисты ездили на экспедицию в Сеул. Вы знаете, ни один университет и ни один институт не имеет такого шанса и такой хорошей экологии для изучения древних животных. Это значит, СВФУ – лучший университет и институт для проведения проектов по исследованию древних животных. Я в это верю. Я и команда доктора Лены, несмотря на выходные и каникулы, будем работать усердно. Мозг животного будет отправлен в Москву для изучения. Возможно, в последующем орган выставят как экспонат в Музее Института мозга Российской академии наук. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Церемония открытия вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» прошла сегодня в Кемерово. Хедлайнерами мероприятия стали двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова. Также специальным гостем стал сын титулованного спортсмена Александр Плющенко. Сами соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта. В программу вошли лыжные гонки, шорт-трек, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина. По инициативе Кузбасса в программу также впервые включили керлинг, фристайл и конькобежный спорт. Особенностью игр этого года также станет проведение показательных и демонстративных соревнований по волейболу на снегу и киберспорту. Я Евгений Плющенко. Мы с вами увидимся в Кузбассе 25 февраля в 16:00. Всех жду. Будет очень интересно. Много танцев, прекрасная музыка, много различных интересных номеров. И в том числе мы с вами увидимся. Я буду выступать 25 февраля в 16:00. Кузбасс. До встречи. Всем привет, меня зовут Саша Трусова. Я серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Совсем скоро мы увидимся на открытии вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». До встречи в Кузбассе. На этой неделе состоялась презентация медалей игр «Дети Азии». Сами медали выполнены из латуни с покрытием и полировкой. Форма круглая, с выступающими элементами, которые повторяют контуры логотипа игр, и сквозной дугообразной прорезью в нижней части медали между центральным диском и кантом. Всего на играх разыграют 57 комплектов наград, большинство из них в конькобежном спорте. Уже завтра в 19:00 в прямом эфире состоится финал телепроекта «Танцуй». На протяжении долгого времени зрители и профессиональное жюри выбирали лучших танцоров. Также всю неделю зрители голосовали за номинантов на вылет. А кого пожелали увидеть в финале, узнаем уже совсем скоро. Присоединяйтесь и болейте за своих любимых участников. Всего в финале останется 5 пар. Кто из них получит заветный приз, узнаем уже это воскресенье в 19:00 на телеканале «Якутия-24». Весенняя пора предваряется Масленицей, одним из древнейших славянских торжеств. В этом году Масленица проходит с 20 по 26 февраля. В это время православные христиане наедаются блинов на несколько месяцев вперед, ведь сразу за веселыми масличными днями наступает Великий пост. У россиян каждый из дней масляной недели имел свое название и рекомендованный способ времяпрепровождения.
Первый день Масленицы – встреча Масленицы. К этому дню, как правило, все хозяйки пекли разнообразные блины. У всех были свои секреты приготовления блинов. Второй день масленичной недели называется «Заигрыш». В этот день молодые люди устраивались «Смотри на невест». Третий день называется «Лакомка». В этот день по традиции тещи приглашали всех к себе на блины, особенно зятьев. С наступлением весны начинается сезон активного отдыха на улице. Морозы наконец отступили, и уже на протяжении нескольких дней погода радует горожан. Сотни жителей Якутска за минувшие выходные в качестве развлечений посетили места активного отдыха. О том, какой досуг и развлечения доступны, расскажет Светлана Амосова. Каждое утро на катке начинается с уборки. Сотрудники расчищают лед и 2 раза в неделю заливают воду. Любители покататься на каток приходят с самого утра, несмотря на раннее время и понедельник. Сандал Семенов со своими коллегами ежедневно проводит время на льду. Я предпочитаю активный отдых, и это мне очень нравится по душе. Само открытие только 1 день пропустил. В этом году на катке озера Сайсар специально соорудили вот такую зону без коньков. Здесь есть ледяные горки и ледяные ловушки. Это сделано для развлечений детей и взрослых. Также в Якутске открылся ледовый городок «Северное сияние». За прошедшие выходные его посетили сотни горожан. В этом году там построили 6 горок разной протяженностью. Одна из них составляет 160 метров. Это на 50 метров больше, чем в прошлом году. Понравилось? Да. Быстро? Быстро. Еще хотите? Нет. Все нормально, все нравится. В прошлом году опоздали, здесь уже все растаяло. В апреле пришли, никого не было ночью. А в этом году, да, успели. Мы только пришли, отлично, хорошее настроение. Спасибо большое. Ага. А что планируете попробовать в первую очередь? В первую очередь за детьми надо посмотреть. И на большой горке прокатиться. Ребенку яма больше всего понравилась. Все в целом хорошо, красиво. Ну и традиционно в ледовом городке мастера соорудили уникальные скульптуры из льда и снега. А любители экстремального отдыха предпочитают покорять горы. Горнолыжная база в столице тоже активно принимает посетителей. Елена на этой сопке занимается лыжным спортом больше 30 лет. Я только на лыжах. На этой горке с 1990 года. И так вот у нас такая группа, очень хорошая, дружная компания любителей лыж и сноубордов. Очень приятно приходить сюда по выходным, прям с удовольствием. Свежий воздух, снег, весеннее настроение. Активный отдых помогает держать организм в тонусе. Речь не только о физическом состоянии, но и моральном. После такого отдыха ощущается прилив сил, возникает чувство радости и счастья. Занимайтесь спортом, катайтесь на сноуборде! Светлана Амосова, Яна Захарова, Галина Чекурова, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Это была программа «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.